В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым. Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии». В студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105 и 9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон нашей студии 044 490 2905. Гость эфира. Гость нашего сегодняшнего эфира — крымско-татарская исследовательница, специалист по истории Крыма и крымских татар, член украинского пен-клуба Гульнара Бекирова. Здравствуйте. Здравствуйте. Гульнара, рад вас видеть. Мы поговорим сегодня о том, каковы исторические истоки борьбы крымско-татарского народа за государственность, за автономию в Крыму, почему вообще в Крыму должна быть крымско-татарская автономия. Но начнем с того, что история, а жизнь жизнью. И вот мне кажется, что мы сейчас находимся на определенном историческом этапе, на этапе репрессии и выдавливания крымско-татарского народа с его исторической родины очередном, к сожалению. И очень страшно. И очень страшно. Да, я хочу, чтобы мы с этого начали. Что сейчас вот происходит, по вашему мнению? Может быть, есть какие-то важные события, которыми вы хотели бы поделиться вне этого исторического контекста? Угу. Спасибо, Виталий, что вы все-таки с этого начали. Знаете, я последнее время, куда бы меня ни приглашали, и так получается, что у меня все эфиры начинаются с того, что приходится говорить об актуальных арестах. И вот сегодня как раз я сейчас, и так же, как и, наверное, все в Крыму, и все крымские татары, мы сейчас напряженно ждем новостей из Санкт-Петербурга, где вот уже я знаю, что сегодня в 6 утра пришли к нашему активисту Асану Мумджи. Я не знаю, что с ним происходит, пока известно только, что его арестовали. И вот, к сожалению, вот это та ужасная, страшная тенденция, о которой... С 2014 года, вы верно сказали, мы живем, то есть историк сейчас вовлечен в такой, знаете, исторический поток. Каждый день происходят события очень страшные и очень в Крыму, просто, знаете, вот я, начиная с 2014 года, я думаю, что не я одна, я перечитываю Кафку, но вот вы, может быть, видели этот фильм британских кинематографистов, он не очень новый, с Кайлом Маклахленом, тоже по Кафке, «Процесс». И там главный герой, он напряженно думает, что, то есть он живет тоже в некой стране, в такой очень странной, да, и которая очень напоминает, кстати, современный Крым, и он на протяжении всего фильма, вот его очень респектабельного господина, он думает, за что же его привлекают к ответственности. В конце концов, все заканчивается очень трагично, и он так и не понял, за что, собственно говоря, его вот к этой самой к ответственности привлекли, что это был за такой суд. Но как бы то ни было, его доводят вот до убийства. То есть вот такая кафкианская реальность. Мы, конечно же, все очень напряженно следим за событиями в Харасу-Базаре, то бишь в Белогорске, говоря современным языком. Арест и очень... просто фантасмагорический Рисуля Велиляева. Это человек чрезвычайно авторитетный в крымско-татарской среде. Это один из немногочисленных меценатов крымских татар. Это человек, который поддерживает деятелей культуры, который поддерживает искусство, который является, действительно авторитетным человеком. Вы, конечно же, спросите меня, вот как так получается, почему взяли вот на этот раз Рисуля? Вы знаете, я долго думала, вот последние все дни я думаю над этим вопросом, и я понимаю, что, скорее всего, здесь еще речь идет о некотором таком региональном давлении. То есть в Харасу-Базаре, так условно говоря, не нашли хизбовцев, но вот это устрашение региональное, да, то есть в Бахчисарае нашли так называемых мусульманских террористов, в Ялте нашли тоже их, а в Харасу-Базаре их почему-то не нашли. Но вот момент вот этого самого регионального устрашения должен существовать. Кого взять? Взять нужно такого человека, которого знают абсолютно все, и им оказался Рисуль Велиляев. Это абсолютно, понятно, что незаконный арест, понятно, что то, что ему инкриминируют, это ни в какие рамки не лезет. Я думаю, что, к сожалению, статья будет ужасная.
но хотелось бы, конечно, чтобы этого не было. И, конечно же, здесь опять историческая параллель. Это то, что человек возглавляет фонд Бекира Чобанзаде, и это как раз-таки через 3 недели мы будем отмечать юбилей выдающегося крымско-татарского тюрколога Бекира Чобанзаде. Это тоже был чрезвычайно респектабельный человек на момент ареста. Его в 1937 году арестовали в санатории. Ну, это великий ученый. Его арестовали в Баку. И я думаю, что он точно так же вообще не предполагал, что это все возможно, но тем не менее ему пришили то, что он участвовал в партии Эмиль-Ферка. Ну, как известно, никакой партии Эмиль-Ферка уже в 20-х годах не было, а в 28-м расстреляли всех, кто остался, всех, кто не выехал. Вот. Чобанзаде тогда уцелел, потому что он благополучно уехал в Баку, в Азербайджан. Многие крымско-татарские интеллектуалы, например, как Осман Акчокраклы, они надеялись, что если они уедут из Крыма куда-нибудь, их не найдут. Но, как мы знаем, всевидящее око чекистов находит везде, и в 1938 году их расстреляли. Вот точно так же завтра мы будем вспоминать у нас юбилей одного из основателей первого Курултая, Асана Сабри Айвазова. Это человек без преувеличения трагической судьбы. Он действительно интеллектуал, он писатель, публицист, один из основателей Курултая, редактор газеты, специалист по крымско-татарскому языку, выдающийся педагог, но все закончилось довольно плачевно. После того, как он решил остаться в стране, то есть в Советском Союзе, в отличие от своего соратника Джафера Сейдамета, у которого не было иллюзий относительно сотрудничества с большевиками, кончилось это тем, что в 30-м году Айвазова арестовали, склонили к сотрудничеству. Ну, понятно, что под давлением он стал агентом ОГПУ. И в 1938 году, вот я как раз сейчас написала о нем статью и прочитала его вот эти самые ужасные тюремные записки, где он, понятно, что под давлением, с петлей на шее, он описывает, каким нехорошим человеком был там Чобанзаде, каким нехорошим был такой-то, каким нехорошим был Ибраимов. Слава богу, что многих из них на тот момент уже расстреляли, но, откровенно говоря, я и сейчас думаю, вот если он какие-то вещи написал, например, о Бекире Чобанзаде, которого в 1937-м взяли и расстреляли, сыграли ли роль вот эти самые записки, да? То есть в 1938-м их все равно 17 апреля расстреляли и его, и тех людей, о которых он плохо писал. Но им нужны были документы в дело. Да, естественно. То есть это как бы было только основание. В принципе, мы сегодня в современном, в нынешнем Крыму видим ту же тенденцию. Вот те самые люди, которые, извините, даже привели российские войска, мы видим, как они сегодня говорят. Вот я буквально одного из них вчера читала там пост, где он пишет: вот, крымских татар нет в министерстве таком-то, нет в министерстве таком-то, нет в министерстве таком-то. Но подождите, когда вы 4 года назад получали медальки и аплодировали, да, вы же должны были, хотя бы руководствуясь вот этими историческими знаниями, понимать, что, скорее всего, это так закончится, да? Вот. А теперь касательно автономии. Вот мы в эти дни вспоминаем еще одну трагическую фигуру – Вели Ибраимова. И мы, конечно, и вы, конечно же, спросите у меня об этапах государственности, может быть, и имеет смысл напомнить нашим зрителям, почему, собственно, то есть слушателям, зрителям, да, почему, собственно, крымские татары очень настоятельно говорят о том, что крымские татары государственно образующий этнос, потому что просто 340 лет, немножко больше, у крымских татар была эта самая государственность в составе, скажем так, носила она форму Крымского ханства, потом в 1783 году состоялась вот эта самая трагическая аннексия Крыма Российской империи, первая. Она имела чрезвычайно драматические последствия для крымско-татарского народа, потому что за 150 лет крымские татары превратились в меньшинство на своей исторической родине. И уже в 1917 году, когда крымские татары предприняли очередную попытку восстановления вот этой самой национальной государственности, а также пытались стать хозяевами на своей единственной исторической родине в 1917 году, и действительно представили очень серьезную программу развития Крыма. Речь шла, по сути, да, о Швейцарии, такой маленькой, и мы уже понимаем, если вы меня спросите, о чем мечтали крымско-татарские интеллектуалы, да, там
Челебеджихан говорил, что Крым должен стать Швейцарией. По-видимому, речь шла о неком конфедеративном устройстве, но мы еще не читали протоколов. Мы не знаем протоколов, у нас нет на руках, вот парадоксально, да, нет достаточного количества источников, чтобы проанализировать вот эти самые устремления государственнические. Но мы понимаем, что все равно Конституция она была демократичной, она опиралась на достижения французских интеллектуалов, потому что Джафер Сейдамет учился в Сорбоне, один из идеологов Курултая, Челебеджихан тоже очень много учился. В общем, как бы тогда не получилось, потому что перед грубой силой большевиков не устояли тогдашние интеллектуалы, крымские татары. Вы знаете, я хочу сравнить вот эти вот две автономии, на самом деле, советскую и две псевдоавтономии нынешней в России. Угу. Мне кажется, то, что вы рассказываете о том, что происходит сегодня с крымско-татарскими активистами, оно говорит о том, что в Крыму вообще сейчас строит совершенно особый вид автономии, которого больше на пространстве Российской Федерации практически и нету. Понимаете, вот я вот так вот думаю о российских республиках, в которых есть национально образующие этносы, да? Ни одна из этих республик не отмечается таким агрессивным невосприятием коренного населения. То есть, конечно, места, где русификация достаточно сильна, но там хотя бы стараются делать вид, что коренной народ имеет право на национально-этническую самобытность. Не везде. Я не знаю, знаете ли вы, что книжки финно-угорских поэтов в России, они издаются в Таллине на деньги эстонского правительства по программе поддержки литератур финно-угорских поэтов, а не там в Сыктывкаре или в других столицах этих республик, или в Ижевске. Но тем не менее, понимаю, что это Удмуртия, а это Коми. А вот в Крыму строится очень странная вещь – русская автономия. Русская автономия в России, где большинство населения составляет русские. И поскольку крымско-татарский народ не вписывается в эту концепцию, то его просто старается запугать так, чтобы он о себе не вспоминал. Вот у меня такое ощущение от этой автономии, так называемой, в России возникает. Я думаю, что так оно и есть. И на самом деле, почему, собственно, я заговорила о Вели Ибраимове, у крымских татар с 1921 вплоть до депортации 1944 года, а формально она была упразднена в 1945, тоже была вот эта самая государственность в составе Российской Федерации. И при том, что крымские татары занимали очень важные ответственные посты, главой Центрального исполнительного комитета в 1928 году на момент расстрела был Вели Ибраимов, главой республики был Осман Дерен Айрлы, и кстати, репрессии как раз вот с них и начались в национальных республиках, и даже на момент депортации вот эти самые первые должности, вот эти Аксенов... Занимали национальные кадры. А Аксенов, Константинов, нашим современным языком говоря, тоже были крымские татары. Но ничто не помешало тоталитарному режиму буквально за несколько часов распорядиться судьбой крымских татар. И поэтому, когда мы говорим вообще об автономиях или о государственности, вот таких вот, как бы условно говоря, малых этносов, мы всегда должны помнить о том, что все равно этот самый этнос должен развиваться в составе демократического государства. Никаких счастливых национальных автономий в составе авторитарных и особенно тоталитарных режимов, может быть, вы будете со мной спорить, конечно, но мне кажется, современная Россия уже находится между авторитаризмом и тоталитаризмом, потому что контролируется все. Такие вот аресты кавказские, как Рисуля Велиляева, по крайней мере, то, что в Крыму уже такой тоталитаризм в одной отдельной взятой стране, для меня это очевидно. Я не буду спорить, потому что я думаю, что когда Государственная Дума России в законодательном порядке запрещает перевод на латиницу национальных языков, что точно не относится к компетенции депутатов Государственной Думы России, а относится к Академиям наук самих национальных республик, к компетенции парламентов самих республик. И из-за этого возникает спор с татарским народом, именно с народом, не просто с республикой, а с народом, такое демонстрация унижения, что мы вам тут в Москве будем решать, как вам писать, то это и есть настоящий авторитаризм. Это все происходить начало до нападения на Украину. Здесь этого, может быть, не замечали. И сами русские, мне кажется, в России не замечают, как далеко вообще зашло это, потому что они не чувствуют того унижения, которое их государство на протяжении многих столетий
проявляет к нерусским народам России, да? Від молдаванина до фина на всех языках все мовчить, бо благоденствие. Дадим слово слушателю. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите, вас... Алло. Да, теперь говорите. Спасибо. Господа, как говорят умные люди, все познается в сравнении. Вот, пожалуйста, прошу вас, господин Портников, расскажите, как в Соединенных Штатах процветает национальная автономия, Я а у вам... нас эксплуатировала. Прошу рассказать, как в Турции процветает тоже национальная автономия. Слушайте, Все. я вам с удовольствием расскажу. Я считаю, что тот путь, который проделали Соединенные Штаты со времен речи Мартина Лютера Кинга, когда, извините меня, темнокожих граждан страны не пускали на те же места в транспорте, что и белых, и до момента избрания темнокожего политика президентом Соединенных Штатов, это такая тенденция, дистанция за несколько десятилетий, да? Причем ее возглавили вот эти пионеры переселения в Соединенные Штаты. Это такая дистанция, которую, дай бог, чтобы Россия прошла вот за это время. Я не уверен, что это возможно. Или, например, то, как меняется сегодня историческая память Соединенных Штатов по отношению к индейцам. Как я был и в Канаде. Я был в музее прав человека в Виннипеге, и там есть несколько вот равно великих экспозиций. Это Холокост, это Голодомор украинцев, и это преследование индейского населения провинции Манитоба. Люди, очевидно, что в прошлом были страшные страницы, мир же вообще несовершенен, это что тут говорить. Но люди осознают, проблема России и русского народа, я бы сказал, в полном неосознании зла. Я думаю, что вы можете, я Гульнаре оставлю возможность сказать о Турции. У меня тут есть свое мнение. Но... Не, ну я не специалист, во-первых, по Турции. Я единственное, как бы не могу понять, в чем заключается каверза этого вопроса. Ну, потому то, что у других например... тоже плохо. Ну если в этом смысле, ну я не знаю, мне кажется, как раз Турция не идеал, потому что крымских татар, по скромным подсчетам, по крайней мере тех людей, которые эмигрировали, разные волны эмиграции были, по сути, 150 лет крымские татары эмигрировали как раз в Турцию, и около 5 миллионов выходцев из Крыма являются сегодня представителями современного турецкого народа. Они в значительной степени ассимилированы. Да, но, конечно. И поэтому я как бы здесь не могу как бы говорить, что Турция – это идеал. И Ататюрк, кстати сказать, в 20-х годах, ну, это мое личное мнение, конечно, но он просто сдал крымско-татарских националистов, потому что когда к нему приехали за помощью, за поддержкой тот же самый Джафер Ситамет и попросили о том, чтобы как бы Крым стал самостоятельной автономией, да, как раз это вот в записках Айвазова было сказано. На тот момент Ататюрк, кстати сказать, очень заигрывал с большевиками, это уже общеизвестно, и он посмеивался над этими самыми устремлениями, в буквальном смысле, в оскорбительном таком тоне разговаривал с Сидометом, об этом тоже остались воспоминания, и, кстати сказать, очень скоро, я думаю, что он не дожил просто до этого времени, но те, кто дожил, конечно же, в 1944 году убедились, насколько трагично вот это самое заигрывание было для крымско-татарского народа, потому что в 1921 году, когда крымские татары получили, ну, вот эту самую автономию, где 3-4 года изучался, и действительно вот были какие-то позитивные вещи, когда крымские татары были такой, знаете, ширмой красивой, да, где демонстрировалось, как они танцуют, поют и занимают первые посты в государстве, а в это время, знаете, первые посты на самом деле в партии, да, где все решалось, занимали, ну, отнюдь не крымские татары. Слушай, если в Украине перестать всякую партию Украины, украинец появился Точно в 1957 году. Ну, что тут говорить? Это был огромный народ, который составлял, кстати, в отличие от крымских татар, большинство на своей земле. И этому большинству никогда не давали руководить собственной страной. Перестали Львовского обкома партии выходит из галицких земель, по-моему, появился чуть ли не в 70-80-е годы 20 века. То есть просто никогда не доверяли никому.
коммунист, не коммунист, родился во Львове, не можешь руководить Львовской областью. Нет, так да? посмотрите, самые свирепые репрессии в отношении вообще как бы диссидентов, да, были в Украине. Там Мариновича посадили за то, что он прочитал стих Тараса Шевченко на 8 лет. Да? Понятно, да. Но если крымских татар сажали там, на 3 года, да. Ну, это как, на 8, извините, на как 10... флаг над домом Балуха. Да. Это вот оно и есть история с Мариновичем, просто воплощенная уже в путинской России. И поэтому, в принципе, и украинский проект с 1954 года не состоялся, потому что никакой, собственно говоря, Украины не было. Были советские республики, была вот эта самая ширма. Почему мы так настойчиво говорим о том, что в авторитарном, в тоталитарном государстве никаких автономий не может быть? То есть они бывают вот как ширмы, да, как декорации. Возвращаясь к вопросу слушателя, кстати, о Турции, вот это тоже люди не понимают иногда, что империи развиваются по-разному. Османская империя развивалась иначе, чем российская, потому что концепция османизма была именно в том, что все османы, все мусульмане османы. Империализм, да. Это уже третье образование, да? Конечно. Да? Вот, и поэтому, конечно, когда Турция стала из Османской империи превращаться в Турецкую республику, из-за военного поражения страшного, ну, это привело к трагическим последствиям для понимания, для концепции национальных меньшинств во всем регионе, вот как развивается национальное меньшинство в Турции. А хотел бы спросить у нашего уважаемого слушателя, как развивается национальное меньшинство в Греции? В Греции тоже нет национальных меньшинств. Официально. Люди, которые там говорят на македонском или на болгарском языках, которые живут на территории Эгейской Македонии, они не существуют для греческих властей до сих пор, как не существует, по большому счету, курдов для турецкого правительства. Я сказал, что курды даже в большей степени существуют, чем славяне, македонцы в Греции. Никто никогда в России об этом не вспоминал. Никто никогда этих славян там не защищал, потому что если хорошие отношения с Грецией, то мы закрываем на все глаза. А если плохие отношения с Турцией, то мы, значит, сразу об этом говорим. Но как только Эрдоган целуется с Путиным, это что же, это избирательный подход к истории. Мы поэтому стараемся здесь быть объективными и честными, и сказать, что любая страна заслуживает критики тогда, когда она не уважает права меньшинства, потому что уважение к правам меньшинства, это, по-моему, суть, это фундамент демократии. И это вот именно то, чего нет в Крыму на сегодняшний день. Возникает вообще вопрос другой, что, в принципе, вот когда вы говорите об этой автономии 21-44 года, мне кажется, что очень большой ошибкой является идея, что надо восстанавливать эту советскую автономию. Знаете, я, к сожалению, тоже так считаю. Да. Мне кажется, что ничего такого восстанавливать не нужно. Да. Нужно строить на новом историческом этапе. Точно так же, почему нам очень тяжело анализировать современный путинский режим. Да? Мы говорим, там, гибридная, еще какая-то демократия. Понимаете? При этом мы видим, что репрессии становятся чудовищнее по своему алогизму. Да? Мы здесь видим очень страшную логику. Она не совпадает. Это не 1937 год. Это не репрессии в отношении крымско-татарских активистов 50-х, 60-х, 70-х годов. Мы говорим, мы пытаемся сейчас найти какие-то ответы, но такие ответы очень неточные, и параллели все равно другие, потому что история никогда не повторяется буквально, и в ней есть ответы только для тех людей, кто анализирует и современный исторический процесс. Но, видите ли, тут ведь очень важно тоже добиться при конституировании государственных прав крымско-татарского народа в Крыму, да? Но сейчас, если мы говорим об украинском подходе, добиться того, чтобы это не выглядело так декоративно, как в Крымской ССР, в советское время. Потому что, опять-таки, расставить людей на должностях с хорошими фамилиями, это дурак, так сказать, это и дурак может, как говорится, знаете. Первым секретарем обкома партии в еврейской автономной области тоже, не сразу, конечно, но был человек еврейского происхождения. От этого эта территория никогда не была никаким реальным национальным еврейским очагом. Это такая была ширма, придуманная для того, чтобы, когда есть необходимость, показывать, что, видите, у нас у всех есть народов Советского Союза своя автономия. Точно так же с крымскими татарами, со всеми остальными народами, депортированными из мест своего проживания, потому что ведь по большому счету от депортации не защищали ни партийные билеты, ни должности. Вот это важный момент, который многие забывают. Это и есть характеристика полной декоративности национального образования, что вроде бы ты верой и правдой служишь шовинисту, это шовинистический режим,
это русификаторский режим, но он даже тебя не щадит. Да, но в этом же эшелоне глава правительства ехал, глава республики. Ну, в более комфортных только условиях. Нет, по-моему, даже в том же вагоне, да, в том же вагоне, и никто уже на его права не обращал внимания. Но потом, понимаете, вот есть, например, Испания, да, там тоже есть автономия галисийская и каталонская. Нет, там да? все оба земли имеют Ну, вот я была в Галисии, например, да, вы знаете, ну, у них есть пен-клуб. Понимаете, у них есть права, но у них есть и недовольные, понимаете, мы не можем сейчас... Идет политический процесс, он сложный очень, там, конечно, да. Пусть вот они сами разберутся в своей стране, а мы давайте разберемся в нашей стране и попытаемся все-таки наконец услышать крымских татар, потому что крымские татары всегда первым пунктом на протяжении многих лет борьбы за возвращение. И вторым пунктом всегда была борьба за восстановление государственности, причем это было настолько естественно, как дышать, как говорить, и ни у кого не было сомнений, и для крымских татар это аксиома, то есть это не какой-то там эксклюзив, который там мы пытаемся сегодня навязать, да, и поэтому на Курултае 91 года, ну вот на том самом втором, первый состоялся в ноябре, а по новому стилю в декабре 2017 года, вот это все как бы было задекларировано. Стремление к восстановлению национальной государственности. Мы, может, еще успеем взять звонок. У нас есть. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, это вы в эфире. Алло. Да, здрасте, говорите. Господин Портников, да. Вы так не ответили, сколько какие автономии национальные существуют в Соединенных Штатах? Так я же вам ответил. Так я нет, я вам на все ответил, вы меня услышали. Соединенные Штаты, страна переселения... Смотрите, не занимайтесь смешной пропагандой. Соединенные Штаты, страна переселенческой цивилизации. Я не знаю, вы, наверное, не были просто в Соединенных Штатах никогда. Не представляете себе, как там люди живут. Когда вы проходите по Нью-Йорку, по Чикаго, по Лос-Анджелесу, вы проходите через различные национальные кварталы, которые сохраняют свою национальную самобытность спустя столетия после того, как люди туда переезжают. Вы попадаете из еврейского квартала в китайский, из китайского квартала в мусульманский, из мусульманского квартала в обыкновенный, вот, так сказать, район, деловой центр там Нью-Йорка или Чикаго. Это вопрос об автономии. Кстати говоря, самый престижный жилой квартал в рейтинге недвижимости Соединенных Штатов, это вот, чтобы вы знали, это украинская деревня, так называемая Ukrainian Village в Чикаго, которая полностью сохраняет вот такой образ украинского поселения с украинскими флагами, с церквами, с банками, с радиостанциями, с магазинами, с ресторанами. Единственное, что украинцев в Чикаго не так много, поэтому это действительно деревня такая современная, она переходит в большой польский город. Потому что поля их то с костелами, с музеями, с ресторанами, с магазинами, с блестящей коллекцией польского искусства, которой нету больше нигде в Польше, допустим, а потом вы переходите из этого польского города в итальянское поселение, из итальянского в греческое, и в каждом месте есть музей, есть рестораны, есть церкви, есть свои культурные учреждения. И так вы доходите до делового центра Чикаго, где все эти люди встречаются и строят Америку. Вот дай бог вам в России, ну когда-нибудь, как вот так вот хотя бы неделю пожить, так, как американцы живут последние столетия. Ну, я вас уверяю, что это будет совсем другая у вас жизнь, человеческая. Если вы из России звоните, я думаю, что вы звоните с оккупированной территории, с Крыма, поэтому вы вынуждены подчиняться логике российской пропаганды или исполнять ее замечательные задания. Но это ваше право, как говорится, каждому. У вас пару минут осталось, Гульнар, для завершения нашего разговора. Я, честно говоря, не хочу здесь уже заниматься ответом на вопросы. Нет, ну не в ответ на вопросы, да. Я думаю, что я думаю, что, конечно же, ситуация в Крыму очень плачевна. Я надеюсь, что это скоро закончится, потому что это, собственно говоря, единственный шанс для крымско-татарского народа уцелеть. Это такое мое мнение, потому что, в отличие, кстати сказать, от очень, знаете, резво движутся вот эти самые репрессивные политические события. Это значительно даже резвее, чем в 1783 году. И это очень... То есть тенденция очень плохая. И я вижу, что просто крымских татар склоняют к отъезду. То есть сегодня политика выдавливания, по-моему, для всех налицо. Прошло всего 4 года,
И это очень страшно. Не 150 лет, да, когда крымские татары из 100% почти превратились в 25%. А вот уже мы не знаем статистики, но я в Киеве встречаю своих друзей, и этот процесс продолжается. И это, по-моему, очень страшно. Поблагодарю нашу гостью. Напомню, Спасибо вам. что сегодня в нашей программе участвовала крымстатская историк и исследовательница, член Украинского пен-клуба Гульнара Бекирова. Спасибо, что вам. были с нами. Провел эту программу для вас сегодня Виталий Портников. Хочу напомнить, что вы слушали дневное шоу, программу «Радио Крым Реалии». Ожидаем вашей реакции, ваших звонков в наших будущих эфирах, а мы всегда рады с вами поговорить и ответить на все ваши вопросы, даже самые каверзные. Всего вам доброго, господа.